Начинал с 10 лет, с 11. У отца выпросил фотоаппарат. Фотоаппарат назывался «Заря». Это не банальная там смена какая-нибудь, а хороший фотоаппарат уже под брендом. Это теперь новые слова, а тогда было под именем ФЭТ. Ну и что я начинал снимать? Начинал снимать маму, отца, сестру, брата, свою улицу, свой дом. Ну, а потом чуть-чуть уже научился, когда проявлять, закреплять. Какие-то фотокарточки стали появляться. Стал фотографировать своих друзей. Потом стал фотографировать тех питомцев, которых я из лесу притаскивал. Там воронят, зайчат, ну, собаку, кошку. Ну, все как у всех. Ну, и это и соседний пруд. Потом начинал это самое еще снимать в ведре тритонов. Наловлю их в ведре, и они там плавают. Но потом потихоньку стал фотоаппарат таскать на рыбалку. Ну, все как у всех. Это я ничем... Ну, и также наклонялся к цветочкам. Там казалось... А все же это было черно-белое. Цветное это изображение совсем недавно появилось, по сути дела. Я-то вообще из области фантастики казалось, что сейчас вот как это без пленки фотографируют, а какое-то изображение получается. Я учился по книгам. Самая любимая книга называлась «25 уроков фотографии». Никулин, такой автор. И там все последовательно. Какой фотоаппарат нужен, какой там, как снимать, потом какой проявитель, чего он состоит, химические процессы и так далее. То есть это, я эту книжку до такой степени замызгал, затаскал, что это самое. Я с ней, ну, по сути дела, не расставался. Этот год труда у меня длится всю жизнь. И я всю жизнь снимаю людей труда. Я не говорю, что моя профессия самая нужная, или там самая тяжелая, или там какая. Она профессия, которая поддерживает труд. И поддерживает тех людей, которым своей фотографией или там своим журналистским репортажем даешь им, ну, не одну минуту, а может быть 30 секунд, но славы и там. Это крайне редко, но бывает. И отказываются люди совсем, ну, вот категорично говорят нет и все. Ну, с такими людьми, а потом у меня есть такая поговорка, я говорю, что у меня не соглашаются фотографироваться только те, которых уже нет на этом свете. А все остальные, ну, потом... Ну, и самое главное, что я же вместе с городом рос. Я же был совсем молодым человеком, приехал в город. И город рос и я. Это в городе люди. И то есть вот те люди, которые начинали строить город, они вместе со мной взрослели, старились, состарились. Там, это их дети выросли. И то есть из поколения в поколение. Я иду по городу, со мной здороваются 70% населения города. Я еще снимаю окружающую природу вокруг города Нерюнгри. Ну и не только в городе Нерюнгри, и так вообще в республике Саха снимаю. И даже многие говорят, этот мужчина, или этот парень, который все время фотографирует птичек. То есть, хотя я громадное количество снял людей, а по-прежнему говорят, что я фотографирую птичек. Во-первых, это интересно. Через интерес рождается, ты преодолеваешь какие-то определенные трудности. Там едешь куда-то на машине, потом идешь много-много километров пешком, на лыжах, или там плывешь на лодке. Я кучу фотоаппаратуру утопил по неряшливости, по раздолбайству, по своему собственному. Ну, сложности есть, но она не сложнее, эта работа не сложнее той, которую люди каждый день выполняют. То есть те энергетики, которые снабжают нас электричеством, это и теплой водой, горячей. Это там тот же водоканал, который питьевой водой снабжает. Она нисколько не труднее, она просто на виду. Потому что тот человек, который в каком-то узле маленьком работает, его не видим, а он выполняет необходимую работу. Это надо понимать, и это надо знать, чтобы его еще больше уважать, чтобы его уважали, так сфотографировать или так рассказать о нем, чтобы его было интересно о нем узнать больше. Что он не просто вот там слесарь какой-нибудь, а что он такое важное, необходимое дело делает. Это самое интересное. Мне приходилось фотографировать медведя
на больничном комплексе, который приходил медведь и ложился на территории больничного комплекса на крылечко и, в общем-то, ну, не давал людям нормально жить. Это потом я много фотографирую лис, которые приходят под экскаватор получить свою кусочек счастья, еды. Это, ну, самое сложное и самое интересное мне на протяжении 30 лет я снимал глухариный ток. Это вот моя как бы изюминка, мой интерес и тот, который я, ну, сплю и вижу. Но вы участвовали и участвуете во многих всероссийских, международных проектах, конкурсах, представляете не только район, но и всю Якутию. Да? Именно какие кадры, что интересует вот, жителей других регионов, как вы думаете, чем привлекают ваши работы? Вообще, на самом деле, когда я участвую на выставках, я ни разу еще ни на одной выставке не выиграл фотографиями промышленных предприятий и людей. Ни разу. Я выиграл только все какие-то мои работы замечали только те, которые я снимаю природу, снимаю животный мир, это ландшафтную фотографию. Вот только те фотографии это отмечались. А человека снимать, видимо, или я не научился, или это настолько трудно, что я до этого еще не дотянулся. То есть не хватает ни моего ни ума, и, может быть, не хватает какого-то таланта, что ли. Ну, 2023 год в республике год труда. Основной упор делается на людях труда, получается. Кто, по-вашему, настоящий человек труда? Да я думаю, что человеком труда можно назвать 90% людей, которые трудятся у нас на предприятиях. 90%, потому что они, некоторые любят, некоторые уважают свою работу. Я с удивлением и с любовью смотрю, как работает сварщик. Я с удовольствием смотрю, как работает токарь высокой специальности. С удовольствием смотрю, который ремонтирует, слесарь, который ремонтирует автомобили. Это, ну и не обхожу вниманием это педагогов, которые с интересом рассказывают, дети, открыв рты, рассказывают, там смотрят. Это, ну, в общем-то, человек труда – это, в общем-то, вся наша страна. И я этим буду руководствоваться, наверное, пока бьется мое сердце. Вы родом из Свердловской области. Вот чем зацепила Якутия, что вы остались жить здесь? Ну, я всем говорю, что сначала это была авантюра, интересно было поглядеть, но еще я с детства читал книжки. А книжки я читал Григорий Федосеев. Это «Злой дух Ябуя», там «Становой хребет» и так далее. Это самое, все, которые рассказывали о Южной Якутии и в целом о Якутии. И все, что это связано было с севером, с Якутией, с Сибирью, мне это все-то глубоко интересовало с детства. Ну и когда начался БАМ, я уже стал присматриваться, что все, надо ехать туда, там, где это было все описано, приключения такие таежные. Ну и все, я же не только что ехал на работу, но ехал еще и для того, чтобы просто жить, чтобы походить, посмотреть, поохотиться, сделать какие-то фотографии. То есть все это тянуло. И поэтому я здесь. Чем еще увлекаетесь? Да что, у меня вся жизнь одно увлечение. Я вообще живу, и, мне кажется, и каждый день я просыпаюсь с радостью. Это мне приятно вставать, приятно общаться с людьми, приятно. Ну, конечно, самое это главное увлечение – это все-таки фотоохота и путешествие с удочкой по рекам Южной Якутии, именно Южной Якутии. Там я открыл и для себя какой-то мир особенный, там особенный мир рыбалки, там особенный мир это фотоохоты. И я на фотоохоте не просто там снимаю там какую-то кедровку или белку, я для нее придумываю сюжет. А сюжет, что, белок или там кедровок фотографирует, ну, огромное количество людей. Просто берется, вот я видел кедровку, ну видел, а как? А мне охота, чтобы у нее были это размазанные крылья, что она машет, что она там, почему она называется кедровка, чтобы она срывала эту кедровую шишку, это, чтобы она там, и мне еще интересно не только, что вот просто животное, а что оно рядом с человеком.
Это вот такой мир интересный. Я путешествовал несколько раз с семьей по рекам Ботума, по рекам Лена, река Синяя. Это прямо путешествия такие. И я еще культивировал семейный туризм. То есть жена и дети со мной. И на протяжении 30-40 дней мы все вместе, никого, только троем. У нас с собой палатки, там еда, потом какие-то снаряжения, аккумуляторы, электростанция маленькая. Это баня с собой, потому что путешествует ребенок. И это вот мы попутешествовали и по Центральной Якутии. И мне чрезвычайно нравятся здесь белые ночи, якутские белые ночи, которых в Южной Якутии нету. Это, ну и ландшафт другой, это совсем другие, это и растения другие, маленькие. Чуть-чуть другая культура, которую тоже интересно узнать и увидеть. Какими работами вы гордитесь? Какие работы могли бы выделить? Ну, у нас с главным редактором есть одна цитата, которую мы любим. Самый лучший снимок – это тот, который я еще не успел снять, и самая лучшая статья, которую я еще не написал. Поэтому это вот самое лучшее. А гордиться, ну как Может, же? какая-то фотография есть, которая досталась вот именно сложным путем как-то? Ну, у меня один снимок, допустим, он не достается, если снимаешь то целую серию. И сложно. И, ну, радуешься это только до того, пока ты ее не донес до компьютера. В компьютере посмотрел, и все, охота. А вот тут уже начинаешь, что я не вот так, чуть-чуть я на полсекунды опоздал, не нажал на затвор. Это и, в общем-то, ловишь не то, что ты там гордишься сам собой, а то, что недоволен сам собой. И думаешь, эх, вот чуть-чуть бы по-другому. Эх, солнышко бы чуть-чуть повернулось по-другому. Эх, экспозиция чуть-чуть не та. Ну, в общем, много. И самовлюбленности и самодовольства у меня, наверное, нет и не будет.